Петрович. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, як звычайна. Нас можна і слухаць і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube і ў Твітары. Колькі прыхільнікаў не сабралі праз сацыяльныя сеткі пад свае сцягі пазапартыйныя прэтэндэнты ў кандыдаты кшталту Віктара Бабарыкі альбо Валерыя Цапкалы, і колькі б тыя прыхільнікі не сабралі подпісаў за вылучэнне сваіх лідараў здабыць перамогу на выбарах, такія вылучэнцы не здольныя. Трэба дзейнічаць іншым шляхам, перакананы вядомы сцэнарыст Андрэй Курэйчык, і прапаноўвае свой план змены дзейнай улады. План Курэйчыка. Што гэта за план Курэйчыка, мы сёння і абмяркуем з маімі гасцямі ў нашай віртуальнай студыі. А гэта сам аўтар плана Курэйчыка, сцэнарыст, палітолог Андрэй Курэйчык і старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігар Барысаў. Добры дзень, шаноўнае гаспадарства. Добрый день. Я адразу да нашага, фактычна, аўтара плана Маршала змены беларускай улады. Андрэй, скажите, што вас падштурхнула да распрацоўкі свайго плана Курэйчыка? Смотрите, я, как и все белорусы, за изменения, за то, чтобы режим Лукашенко был заменен демократическим режимом правления в стране. Я для себя выбрал 3 критерия, которым должен соответствовать любой абсолютно план изменения страны, транзита страны от автократии к демократии. Первый – это безопасность, потому что жизнь и здоровье людей самое главное, и поэтому я всегда, например, топил за карантин, потому что это самая главная ценность. Нельзя подставлять людей под насилие, смерть и так далее. Второе – это легальность, потому что я против преступлений, и уголовный кодекс надо чтить, как говорил Бендер. И третье – я за осуществимость. Третий критерий – осуществимость. Это должны быть такие действия, которые мы реально в наших условиях можем осуществить. В обществе обговариваются сейчас 2 сценария. Первый – это выборы, президентские выборы. Для меня план смены власти через выборы соответствует только 2 критериям. К сожалению, он легальный, конечно, он безопасный, он всех зарегистрировали, никого не убивают, но он неосуществимый, потому что с 1994 года в Беларуси не зафиксировано ни одного случая транзита власти от одной политической силы к другой через выборы. Просто этого нет. По факту нет, не существует в природе. Мы относимся к той категории стран, где выборы не выполняют функцию транзита власти от одних политических сил к другим. Как Казахстан, как Азербайджан, как Куба, как Северная Корея, как СССР в свое время. Просто нету этой функции у выборов как таковых. Да, это можно бузить, можно протестовать, что угодно, но на этой функции нет в природе. Дальше второй план, который обсуждается, это революция. Но для меня он не подходит по 2 другим критериям, к сожалению, потому что это небезопасно. И могут быть жертвы, могут быть пострадавшие. И мы понимаем, что Лукашенко может быть очень агрессивным в защите своей власти. А во-вторых, это нелегально. Просто это незаконно, и людей могут сажать в тюрьмы, что, в общем, мы и видели на ряде случаев на других выборах, которые были до этого. Люди сидели в тюрьмах. Поэтому для меня это тоже не подходит. И дальше я просто посмотрел в историю, и оказался удивительный факт. Все, просто без исключения, все транзиты от автократий к демократиям в западных обществах проходили через формирование партийной системы, друзья. Король в Англии потерял власть, потому что появились 2 партии, Тори и Вигов, аристократические. США изначально сформировалась как двухпартийная система республиканцев и демократов, которые выдвигают кандидатов в президенты. Израиль, государство Израиль изначально сформировалась как партийная демократия, и поэтому там до сих пор, несмотря на очень жесткую власть, невероятно жесткую власть, абсолютно демократический режим, да, и премьер-министр сейчас в суд ходит. Короче говоря, нету ни одной страны в мире, а я специально прошерстил все страны и историю, которая бы получила демократию иным способом, кроме как через формирование мощной партийной системы. Даже, кстати, после развала СССР формирование рухов
том числе БНФ и таких же рухов по всем другим странам, сломала авторитаризм Советского Союза и в России, и в Беларуси, и попыталась привести нас всех к демократии. А потом мы про это забыли, начали делать ставки на личности. И вот, видите, ставка оказалась неудачной в 1994 году. А почему она сейчас окажется удачной, тоже непонятно. Дальше. Да. Я посмотрел, что в Беларуси есть огромное количество официально зарегистрированных партий. Они малочисленны. Простите, я сейчас, может, какие-то неприятные слова скажу, коллеги. Они малочисленные, многие маргинализированные, многие, а все невлиятельны. Все невлиятельны. И по большому счету это такие юридические оболочки для меня, как для человека, в которых есть какая-то секта внутри многих партий, но нету реальной, по-настоящему мощной вот той самой политической деятельности, которую мы ждем. И мне кажется, сейчас ничего не мешает эти оболочки юридические наполнить реальным смыслом. Вот кандидаты сейчас собирают по 100 тысяч подписей. У них инициативные группы тысячи людей. Ничего не мешает всех этих людей привести в партии, согласно их идеологическому выбору. Не надо одной партии, куда согнать там и левых, и правых, и, значит, и косых, и убогих. Да? А если ты правый, веришь в правые какие-то ценности, идешь в правую партию. Если ты националист, иди в националист. И такие кандидаты, как Тихановский, как Бабарико, как Цепкало, вполне могут перезапустить любую абсолютно вот эту вот сейчас существующую лишь для себя политическую партию, превратив ее в организацию с численностью в 100-150 тысяч человек, с нормальным бюджетом, с нормальными СМИ, типографиями, структурами по всем городам, с приемными по всем городам. Вот сейчас Бабарико потратит $1 миллион или сколько там на эти выборы, просто выбросит, потому что 2 месяца пройдет, естественно, выберут Лукашенко, этих людей из его группы распустят, все, кто сдали подписи, забудут, и все. А если бы он это все привел вот в партию, это все бы осталось. Партия имеет право, и я думаю, лидер подтвердит, партии действовать круглый год, бороться за власть круглый год. Да, у нее есть там ограничения, но в целом она абсолютно легальный инструмент борьбы. Круглый год есть выборы, нет выборов. Участвует она в выборах, не участвует она в выборах. Она имеет право проводить съезды хоть на стадионе, если у нее хватает для этого численности членов партии. Как в США проводят демократические конвенты или республиканские конвенты. Хоть я не знаю где, на аэродроме нужно собрать 1 миллион человек, если в вашей партии 1 миллион человек. Поэтому это единственный вариант. Он легальный, правильно? Это же абсолютно политические партии действуют в рамках правового поля РБ. Он безопасный, потому что это совершенно безопасно прийти, вступить в любую политическую партию. Это ровно та же подпись и тот же номер паспорта, и то же заявление, которое ты отдаешь за кандидат. Какая разница? И третье, это осуществимо, потому что вот они, кандидаты, вот подписи за них, вот их инициативные группы. Пожалуйста, это займет, вот если пригласит, например, социал-демократическая партия к себе какого-то из этих Тихановского, пригласит к себе, и он придет, и такая же очередь, как на Комаровке, придет к партии и вступит, это займет неделю. Никаких проблем нет. Политические партии никому не принадлежат. Это не собственность, да? Это общественные организации, это совокупность членов, это, как я не знаю, союз писателей. Он не принадлежит одному писателю или одному лидеру. Да? Это собственность всех писателей. Соответственно, партия — это те люди, которые в ней. Если их сейчас несколько тысяч, это собственность этой маленькой группки. Если это будет 100 тысяч, это решение большой, серьезной группы, с которой будут считаться. Потому что ты не можешь фальсифицировать выборы, если у тебя списочный состав, 200 тысяч человек тебе не могут написать, за тебя проголосовало 10 тысяч. Потому что ты скажешь: извините, а вот у меня заявление от 200 тысяч, что они проголосовали вот так. И положить эти заявления на стол. Значит, фальсификации становятся гораздо сложнее. Плюс объединение таких партий, оно будет гораздо более легитимным, чем эта палатка, в которой непонятно, кто представлен и кого представляет. А тут люди будут представлять 1 миллион человек. Списочный, конкретный 1 миллион человек, который можно всегда предъявить, который всегда можно собрать вместе где-то, вывести на площадь и так далее. Никакого другого плана, который бы соответствовал моим 3 критериям, я не увидел. Все остальные либо нереалистичные, либо связаны с насилием,
на которые некоторые политики готовы пойти, но я не готов, да, либо они незаконны. Например, там, не знаю, учредительное собрание, которое предлагают некоторые политологи. Но это незаконно. Где это прописано? Какое учредительное собрание? Это обычный митинг, его разгонят, и вся история с учредительным собранием закончится. Забастовка. Это неосуществимо, потому что, ты не работаешь, тебе не платят зарплату, а тебе надо жить. Кто-то может себе позволить жить без зарплаты, а большинство людей не могут себе позволить. Это просто неосуществимо. Поэтому я предложил единственный осуществимый план. План Курейчика. Прошу его поддержать все политические партии. Дякую вялікі, дасталася і аўтару Мацкевічу. Так, что-то у меня там рэха нейкая. Так, я зараз тады звярнуся да нашага лідара партыйнай секты маргалізаванай і что там яшчэ далей там по это самое нікому малочисленной, самое главное малочисленной і якая нічога не вырашае, ні на што не ўплывае. Ігор, як вам план Курэйчыка? Як вы паставіцеся да таго, што вот зараз, не зараз, там давядзем гэты план Курэйчыка да цяперашніх лідараў меркавання, там Бабарыкі, Цыпкалы, Ціхановска. Ладно, Ціхановскі ўжо са Статкевічам там засябраваўся, пойдзе туды, ў яго партыю. Але вот, скажем, прыходзіць да вас Бабарыка са сваімі 10 тысячамі ініцыятыўнай групы, якія потым яшчэ прыводзяць 300 тысяч там ці мільён, колькі ён там збіраецца сабраць подпісаў усіх, хто падпісаўся. Як вам такі план і ці пусціце вы гэтых людзей у партыю? Как это нельзя? Вот так. Вот у іх, ведаеце, ёсць свае меркаванні, яны так прыкінулі і так... Как это не пустить? Это открытая организация. А вот хай Ігор скажа. Пытанне мы ўжо ў сваёй гісторыі шмат чаго праходзілі. У нас гісторыя ўжо набліжаецца да 30 год у наступным годзе нашай партыі будзе. Таму мы перажылі 4 унутрыпартыйных крызісы, мы, в прынцыпе, ведаем, што такое моцныя лідары, што такое лідары, якія прыходзяць збоку, што такое групы людзей, якія прыходзяць збоку. Каб разумець, наколькі, напрыклад, гатовы прыняць, скажем, 10 тысяч чалавек, а мы, напрыклад, на дадзены момант арганізацыя, якая мае спісачны склад каля 1150 чалавек, і гэта, скажем, без припісак, тому што мы вельмі пільна сочым за нашымі спісамі, каб людзі таксама плацілі сяброўскія складкі, прымалі актыўнасць і гэтак далей. То вот мы не завышаем списковый склад нашей колькости. Я вернуся, скажем, до 100 год до истории, як 100 год тому існавала таксама беларуская сацыялістычная грамада, потым яна ператварылася беларускую сацыял-дэмакратычную партыю, і гэта якраз таки імклівы рост арганізацыі, ён вельмі добра апісаны у Антона Луцкевіча, і у яго там, калі не памыляюсь, быў артыкул «Крызіс росту», калі вялікія, значит, групы людзей прыходзілі в арганізацыю і, як кажуць, яны упіраліся у праблемы, як іх, напрыклад, там прымуць, як яны там пачнуць паводзіць, ці адпавядаюць яны там праграмнай лініі, ці лічуць яны там сябе сацыял-дэмакратамі і гэтак далей, гэтак далей. І тады партыя, скажем, сутыкнулася таксама з гэтай праблемай, што ўсё ж таки ў першую чаргу ёсць платформа, ёсць праграма, ёсць каштоўнасці, ёсць статут, ёсць касцяк, скажем, партыйнай арганізацыі, які ўжо працуе. І людзі, якія прыходзяць, адпаведна, яны спачатку яны дысперсныя, да, яны рассеяныя, іх, конечно, в нейкай ступені трэба навучыць, трэба падрыхтаваць, трэба абцясаць, трэба мець, каб яны былі, скажем, каб гэта быў калектыўны арганізм, каб яны дзейнічалі сінхронна. Калі, напрыклад, прыйдзе 10 тысяч чалавек от заўтра, я баюсь, што гэта не то, што не ўмацуе партыю, яна проста і разбурыць. Таму любыя змены, скажем, секундочку, любыя змены, яны павінны адбывацца паступова, а не, скажем так, вельмі скачка падобна. Таму што варта разумець, якія людзі прыходзяць, варта зразумець, якія мэты яны перад сабой ставяць, варта разумець, наколькі яны могуць сістэмна і камандна працаваць. Каб гэта зразумець,
каб гэта зразумець, патрэбен нейкі час, і гэта, так скажем, не 3 дні, там, скажем, не 5 дзён, хаця бы гэта павінен быць там паўгады, год, скажем, гэта перыяд, калі до нас прыходзяць актывісты, яны абцёсваюцца, уключаюцца актыўна ў кампанію, мы их заряжаем, скажем, нашими каштоўнасці, вучым. Вот это называется секта. Вот то, что вы рассказываете, это называется секта. Все правильно, Андрей, я поправлю. Гэта можна казаць, што гэта да секта, але якая там, скажем, мусіць набіраць дынаміку. Але гэта секта, вашай тэрміналогіі карыстаючыся, вся праблема гэтай секты заключаецца ў тым, так званой секты. Нет, отсутность субъектности. А то, что нема, скажем, ни у одной политичной организации с 15, у нас не шмат на самой справе для нашей политичной системы зарегистрировано 15 организаций. Выбор огромный. 7 з іх з'яўляюцца, скажем, апозіцыйнымі, дэмакратычнымі, яны пра гэта кажуць. І у нас няма ні суб'ектнасці, да, ні дзяржаўнага фінансавання палітычных партый. Тое, што вы прапаноўваеце, гэта сапраўды слушна прапаноўваць для таго, каб людзі імкліва ішлі ў арганізацыі, і калі яны ішлі, скажем, ідуць, да, то тады кожная арганізацыя, яна сябе больш вальготна адчувае, і, конечно, з 10, там, з 50 і 100 тысячамі значна ўжо тут не праігнаруеш, з імі ўжо трэба лічыцца. Гэта, там, скажем, не 1000, не 500 чалавек, абсалютна слушная прапанова. Але людзі павінны ведаць, куды яны ідуць, што яны з гэтага будуць мець, скажем, што яны гатовы прывнесці ў гэтую арганізацыю. Ну, напрыклад, я прывяду па прыкладу той самай нашых партнёраў з малдоўскай, там, адной з партый, так? У іх ёсць там свае спісы, напрыклад, мяняецца ўлада, яны, в принципе, ведаюць на месцах, скажем, дзе хто ўжо будзе працаваць у выпадку перамогі іхнай партыі на выборах. И там партия, скажем, 50 тысяч человек. 1000 человек до перемоги на выборах еще, когда Луны, понимаете? Зачем делать списки неубитого медведя? А там яны ёсць, и там гэта працуе. Змяняется ўлада, скажем, и люди, скажем, сидят, и не так давно это была кіруючая партия. И яны ведаюць, за что яны працуюць. Адпаведна, у нас, на жаль, вот гэты принцип суб'ектнасці, ён цалкам адсутнічае палітычнай. Вот про тое, что зараз робіцца з кандыдатамі, з рознымі бабарыкамі, гэта якраз таки прыклад того, что яны не давяряюць як палітычным арганізацыям, яны, можа быць, нейкай ступені не давяряюць уладу, яны давяряюць толькі сабе. А гэта, на мою думку, это уже такі украінскі вариант, то калі ёсць асоба, і пад асобу фарміруецца... это политические партии. Извините. Под особу формируется, скажем, некая команда. У нас, на счастье, я спадзяюся, что это так есть, все ж таки у нас у першую чаргу есть команда, у нас у першую чаргу есть каштоўнасці. Я спадзяюся, что все ж таки мы запустим нашу палітычную партыйную систему. Для гэтага патрэбна всяго-то крышечку змяніць закон о палітычных партыях. Мы ведаем, ён на разгляде. Просто люди. Ничего не надо менять. А зачем вам закон о финансовании политичных партий? И тогда будут... 200 тысяч человек у вас в составе платят взносы. Зачем вам как финансование государственное? Объясните мне. Андрей, я вам скажу так. 2/3 всего финансования во всех... миллион партий. Зачем какое-то финансование от государства? Бабарыка забяспечаны человек. Потому что инакше организации яны існаваць не могуць. Взять всех, значит, все краіны, якія знаходзяцца у нашым, ва ўсходняй Европе, паўднёвой Европе и былыя краіны, скажем... демократические страны. Лукашенко не будет финансировать вам никакие партии. Гэта смешно. Пакуль гэта так. Але я кажу до того, что партия так само павінна за кошт нечага жыць. Нас з бюджета не финансуется взносов спонсорских. Привлеките богатых людей, привлеките 100 тысяч человек, и вы будете не просто получать зарплату, а получать зарплату как топ-менеджер Белгазпромбанка, понимаете? Вы не в этом сутность, не в этом сутность. Сутнасць у палітычнай партыі, Андрей, сутнасць палітычнай партыі — это якраз таки один з прыступкаў до того, каб замяніць, там, скажем, прадстаўнікоў улады на розных узроўнях. І партыя, у нас партыя — гэта не сама мэта. Вот якраз таки, калі мы будзем выключены на гэтым замыкацца, что калі ты будзеш... Это смена власти, правильно? Это просто борьба за смену власти путем... принесение какой-то идеологии, которая объединит людей. Да все понятно это. Андрей, але тем не меньше. Вот... Я просто говорю, что когда вы жалуетесь, что нет денег, а у вас 1000 списочных членов,
Вот. Ну, конечно, нет денег. Сделайте 100 тысяч членов, и у вас будут куча денег. И Я все, поправлю, что ни одна партия в свете не живет выключно за кошт сябровских складок. Ни одна в Европе это не робит. Это все... Не смешите просто. Не смешите. Это все додатковые нюансы, додатковые моменты, якія, кажуть, дазваляюць людям адчуваць прыналежнасць, калі яны плацяць сяброўскія складкі. А 2/3 всіх ресурсаў, скажем, партыйных, яны фінансуюцца дапамогай, скажем, дзяржаўнага фінансавання. Калі гэта все будзе адладжана, конечно, гэта ўжо не будзе тая ситуация, в якой мы зараз, на жаль, знаходимся. Тым не менш, вот, Андрей, погодитесь, есть, в принципе, такое зерне слушное у словах Игоря про то, что, ну вот прыйдзе Бабарыка, за якого, например, зараз подписались просто там с соцсеток люди, якая у их идеология, им просто сподобался Бабарыка. Может, он не имеет идеологию вашей партии, но он имеет четкую, внятную идеологию, экономическую, политическую. Да, может, он не социал-демократ, и, скорее всего, он не социал-демократ, конечно, да, но он имеет внятную идеологию. И у нас есть в спектре наших партий, которые близки ему по идеологии. Ну, яму да. І, да прыкладу, хай сабе будзе ў яго там вот сацыял-дэмакратычная там ідэалогія. Ён прыйшоў сацыял-дэмакратычную партыю Грамада. Бабарыка, да, ён падыходзіць па ідэалогіі. А ты, скажем, 100 тысяч человек, якія актывісты... Они согласны с его идеологией. Они хотят, чтобы он и его политическая сила возглавляли страну. Конечно, они согласны с его идеологией. А как? Или как они же хотят, чтобы он возглавил страну и проводил эту идеологию в жизнь. Естественно, они согласны с его идеологией. То, может быть, да, Игорь, это питание, я-то ведаю, что Игорь уважливо проглядел ваш, Андрей, видео на вашем сайте, на YouTube-канале про вот план Курейчика. И он ведает еще один аспект, что вот такой лидер, які прыйдзе ў партыю, прывядзе за сабой 100 тысяч чалавек, праз некалькі тыдняў, праз год, хай сабе скажа, ну, а зараз давайте-ка, хлопцы, правядзем перавыбары ў нашай партыі, і каго перавыберуць? Той, хто прывёў 100 тысяч, той, хто за яго і прагаласуюць. І умоўнаму Барысаву скажуць з пасады старшыні партыі, ну, пакажуць на дзверы. Да. Боишься? Ну, а что делать? Все может быть. Демократия или не демократия у нас вообще где-то хоть есть? Может, в партиях у нас хотя бы есть демократия, где люди, которые составляют члены партии, решают, кто лидер. Они сам лидер. Решают, что я лидер. Абсолютно. У нас такой уже один есть, он во главе страны, да, который решает всех, кто лидер. Абсолютно згоден з Андреем, что у нас, в принципе, вырашаюць гэта все сябры партии, каб вступить в организацию, патрэбна рекомендация, скажем, кагосьці з сябраў партии, значит, рашэнне районной организации, значит, гэтых людей прымаюць. Адпаведна, яны маюць права у адпаведнасці со статутом патрабаваць все, что заўгодна. Там глянуць норму статута, там, калі не помыляць, 1/3 можа выступаць, скажем, районных там организаций, там колькасць адпаведна там областных организаций могуць патрабаваць таксама склікання з'езда. Скажем, гэта, да, абсолютно можа быць такі працэс. Может быть, абсолютно не выключаю. Я скажу, что такие процессы внутри нашей партии калісьці были. Ну вот я просто гляжу на наших сённяшніх лідараў партии. Там Лябедька колькі быў старшынёй партии, пакуль вот нешта там у яго не змянілася внутры, не сышоў. Калякін до гэтага часу лідар партии уже там з 90 не ведаю якога года. Усе астатнія таксама, в принципе, шмат сядзяць. Вот ці хочуць яны таких зменаў? Друзья, не думайте про лидеров. Ну вот не думайте вы про Лукашенко, не думайте про других лидеров. Думайте, ведь нам противостоит не Лукашенко, нам противостоит его партия, да, которая состоит из чиновников, идеологов, СМИ, силовых органов. Структура. Надо думать о построении структуры. Когда, вот смотрите, я, кстати, одну вещь хочу очень важную сказать. Запад, например, очень спокойно реагирует, когда сажают каких-то лидеров, не лидеров протеста, да, например, и политиков в тюрьму. Ну, вот посадили тогда, да, после выборов. Ну, сказать, что была какая-то страшная реакция, никакой не было. Более того, Запад готов еще терпеть и даже убийства, там, когда убили Захаренко, Карпенко, Немцова в России. Спокойно, ничего не произошло.
Но Запад не готов терпеть, если тронут, не дай бог, политическую партию, потому что структура для них гораздо важнее, чем отдельные люди. И они почему-то ассоциируют, что у нас партия — это как лейбористская партия, как ХДС, как, не знаю, республиканцы. Поэтому ни в России, ни в Беларуси не закрыли и не репрессировали ни одну партию, а людей репрессировали. Поэтому не надо думать про лидеров. Надо наполнить структуру. Лидеры пусть меняются. Пусть будет партийная демократия, праймерис партийные, да, один лидер попробовал себя, второй, третий. Ничего страшного. Люди разберутся со временем. Вот. Но должна быть сама структура такой мощи, которую нельзя тронуть. Вот тогда это будет работать по-настоящему. А лидеры, в чем мы про них рассуждаем? Ну, эти лидеры, вот побыл он каденцию, пусть идет, пусть другой попробует. Не вижу проблемы в этом. Я тут частково пагажуся, значит, з Андрієм, тому що, сапраўды, у нас палітычныя арганізацыі, якія захаваліся, па меншай мере, я гутарку могу сказаць пра некалькі апазіцыйных дэмакратычных арганізацый, яны існуюць, напэўна, не дзякуючы вот гэтаму рэжыму, хутчэй за ўсё, насуперак. У першую чаргу ад таго, што яны уключаны ў міжнародныя сеткі, міжнародныя арганізацыі, да, якія аб'ядноўваюцца. Напрыклад, наша партыя беларуская сацыял-дэмакратычная. Мы уключаны ў міжнародную уходим у міжнародную арганізацыю «Прагрэсіўны альянс». Ведаю, АГП уваходзіць там у ІПП, там БНФ уваходзіць там у Саюз кансерватараў, там зялёныя уваходзяць у міжнародную зялёную сетку арганізацый, левыя у левую уваходзяць. Вот дзякуючы вось гэтым стасункам, дзякуючы гэтай салідарнасці, яно, в прынцыпе, утрымліваецца быць у нейкай ступені, скажем так, по меньшей мере, адчуваецца іхная салідарнасць у шмат па якіх пытаннях. Гэта факт, да. Тым не менш, Ігор, вот Андрей шмат сказаў про тое, што вот калі партыі сапраўды напоўняцца вялікай колькасцю сяброў, будзе іх сотні тысяч і будзе ў іх фінансаванне, там унёскі, ладно, там без дзяржаўнага, там спонсары і гэтак далей, то яны змогуць і тое, і тое, і тое. Вот ўсё ж таки, твоё меркаванне, у сённяшніх умовах пры дзеянні гэтай партыі Лукашенко ці дазволіць ён усё тое, вот правесці сход партыі Грамада, у якой хай сабе там 500 тысяч сябраў ужо, з'езд на стадыёне? Это обязанность съезд, это обязанность партии проводить. Только им не дадут помешканні. Им не дадут помешканні, и все. Там где-то потоп будет. Они обязаны проводить съезды. Я вас крышечку призямлю, вот нават не 500, я просто скажу по прикладу, что, например, шведская социал-демократичная партия, якая мае больше за 100 тысяч сябраў, так, яна не проводит съезды на стадионах. У іх заўсёды, калі не помыляюсь, усяго-то 350 делегатов на съезде. Демократия, им это не абсолютно. Надо. І нам трэба не прямая дэмакратыя, нам трэба таксама прадстаўнічая дэмакратыя, і мы вось гэту норму прадстаўніцтва вызначаем, скажем, 1 от 40, 1 от 50, 1 от 25, в залежнасці ад... Можно ведь и всех собрать, можно и не представительская. Какая разница? Таксама варыянт, але я сумнеюсь у тым, што адначасова можна такую колькасць цывілізарную сабраць в адным месцы дзеля таго, каб вырашыць, скажем, пэўныя... Добра, у нас не так шмат часу, ёсць некалькі пытанняў вельмі важных для мяне, які я хацеў бы абмеркаваць. Все ж таки, Андрей, вот як вы лічыце, вот калі бярым все ж таки альбо Бабарыку, альбо Цыпкала, які сабралі сваіх прыхільнікаў праз сацыяльныя сеткі. Праз сацыяльныя сеткі людзі вот вырашылі зараз паўдзельнічаць у выбарчай кампаніі, там ці у ініцыятыўную групу, ці подпіс паставіць. Ну вот такі аднаразовы ўздым у іх патрыятычна грамадзянска-душэўны здарыўся. Але потым вот закончацца выборы, и, скажем, хтосьці з іх скажа, а зараз, да, вот мы послухали план Курэйчыка и вырашылі, трэба ўсё ж таки партыйным будаўніцтвам займацца. Наколькі гэтыя людзі, якія прыйшлі ў соцсеткі падтрымаць, можа быть, один раз, яны зараз усе, гэтыя там 10 тысяч ці 100 тысяч скажут, да, мы и далей пойдем за тобой, пойдем у партию. Вот смотрите, ошибка, мне кажется, нынешних кандидатов, потому что у них есть какая-то надежда, который умрет в августе довольно быстро, но что они действительно огромные усилия тратят на одноразовую акцию. И это была проблема, кстати, и прежних выборов всех.
Заметьте, все кандидаты там один раз баллотировались, ну, кроме Статкевича, которому сейчас второй раз не дали, а так все один раз прошли, получили по башке, кто-то посидел, и все, и у них уже как бы второй раз уже не тянет, правильно? Петухевич 3 раза ходил. Вот. Да, вот кроме одного такого упертого. Вот. А все остальные одного раза хватает, чтобы понять, что как бы игра не стоит свеч. Эти тоже поймут. Вот буквально в августе все будет им понятно. Значит, но если бы они эти усилия сейчас направили на партийное строительство, то когда в августе выборы закончились, они бы были уже с крутой партийной структурой, которая может готовиться и к следующим выборам, и к любым другим акциям, и к чему угодно. Значит, я глубоко убежден, что, конечно, всегда есть актив, какой-то процент активных в партии людей. И есть пассив, основная часть. Один раз вступить в партию и один раз заплатить взносы, это могут абсолютно все сторонники и Бабарика, и Цепкала, и Тихановского. А Тихановского еще и дадут на стримы денег, да, и сверху еще накинут. Вот. Это могут абсолютно все. Активных будет процент. Ну, так и есть везде, и в Америке тоже, и в Англии есть актив, наиболее активные, есть пассив. Главное, чтобы был этот пассив внятный, списочный. Понимаете, вот сейчас вся проблема, что приходит кандидат Бабарика, говорит, за меня 55% на Тутбае проголосовало. Кто эти люди на Тутбае? Где? Что? Ты же их не найдешь потом, да, когда тебе 5% напишут. А если у тебя список людей, ты говоришь, подождите, вот они. Вот он миллион, который за меня подписался. И он в партии, и они все написали заявление. Мы за Бабарику были. Но я условно про Бабарику, да, вы понимаете. То есть задача из безымянной поддержки и одноразовой сделать постоянную и проименованную. Вот тогда это все будет работать, друзья. И другого пути, я повторяю, нет. Потому что все страны, которые проходили этот транзит, неважно, в начале 90-х постсоветское пространство, значит, бывший Варшавский блок, начало 20 века, 19 века, все проходили только через это. Формируются большие партийные структуры, которые потом начинают ограничивать власть автократов и устанавливать свои правила. Все, другого пути просто не будет. Это просто надо принять как факт. И лидером партии, а умный лидер партии, для него это очень хорошо, потому что, во-первых, да, действительно будет богатая партия, это плюс, согласитесь. Потому что если придет 100 тысяч человек и взносы реально внесет, все проблемы финансовой партии будут решены на раз, навсегда. Вот. Во-вторых, есть реальный шанс получить эту власть. И тогда ваши списки, кто какое место займет, вы будете генеральный прокурор, а вы будете министр культуры, а вы будете премьер-министр, они хоть какой-то смысл имеют. Чем когда сейчас у вас 1000 человек, а вы списки составляете, какую должность вы займете уже. Что очень смешно, конечно. Да, значит, в-третьих, совершенно другой уровень международной поддержки и международного представительства, потому что партия такого размера – это просто встречи с президентами, с премьер-министрами и так далее. Да? И ее тронуть нельзя. Ну и в последний момент это действительно абсолютно легально, безопасно и законно, и осуществимо. Вот самые главные критерии. Андрей... Ничего от людей лишнего это не тянет. Это один раз написать заявление, отдать его, получить рекомендацию какого-то одного, если такая процедура у вас, а у других, может, другая, неважно. Одну рекомендацию и заплатить взнос. Все действия. Ну, это может осуществить даже самый тупой, извините меня, и самый бедный человек в Беларуси. Никаких проблем с этим нет. Тупы, як вы кажете, и бедный, может быть, и может, а ленивый навряд. И тем не меньше, Андрей, еще один момент. Ну, не поленились же записаться к Бабарика. Даже, я не знаю, владелец Тутбая Волошин записался в Бабарика в команду. Все записались, понимаете? Они ленились все годы. И вот, пожалуйста, вам. Тым не менш, вот мне цікавы момант вы адзначылі, якая ўсё ж таки небяспека для будучага краіны у такім пазапартыйным кандыдаце. Только, вот смотрите, я повторяю, все демократические страны без исключения, вот просто без исключения, передают власть через партии. Нет исключений. Все страны, которые автократии, они либо однопартийные, по сути, либо вообще без партии. И в этом как бы весь смысл. Личности, передавая друг другу власть, всегда передают
автократию друг другу. То есть мы переизберем Бабарика, например, или кого-то. Если переизберем, ну, конечно, мы не переизберем никого. Вот. Мы все равно отдадим ему авторитарную власть, авторитарную страну. И он в этой авторитарной стране, поверьте, власть меняет людей мгновенно. Мгновенно. Вот Зеленский говорил, я пришел на 1 срок, уже сегодня, когда вчера сказал, вы знаете, а я и на 2-й, может, пойду. Мгновенно меняет власть людей. Любых. Дай ему абсолютную власть, что Цыпкало, что Бабарика, что вот лидеру партии, поверьте мне, через полгода это будет другой человек. Может быть, в хорошую сторону, но я в это мало верю. Скорее всего, в плохую. Никто никогда свою власть отдавать не хочет. Ну і на заканчэнне, Ігор, як табе ўсё ж таки план Курэйчыка, ці гатова вот вы пайсці да кагосьці з пазапартыйных лідараў з прапановай прадставіць яму у якасці вот такой вот... Да не, надо просто открытыми быть, не надо никуда ходить. Зачем? Ну, я скажу так, мы открытые для всіх наших громадян, які поділяють наші коштовності. Які готові, як кажуть, гуляць по правилах гульні. Гэта правила гульні, гэта статут нашей партии. Значит, да. У нас есть программа, у нас есть платформа, у нас есть программа дзеянняў. Зараз мы працуем таксама над тым, як актуалізаваць некаторыя, ну, падкарэктаваць новыя нюансы. І, як кажуць, запрашаю таксама всіх жадаючых, хто хоча паспрабаваць сябе ў наступных удзельнічаць у наступных выбарчых кампаніях, у мясцовыя саветы дэпутатаў, месцаў под 20 000, калі ласка. Открытая для этого. Хто жадае ўдзельнічаць таксама у выборах у палату прадстаўнікоў у 2022 годзе, таксама можем разгледзець ваши кандыдатуры пры умове, што вы будете адпавядаць, як кажуць, нашай, ну, генеральнай лініі. Генеральная лінія гэта каштоўнасці наши сацыял-дэмакратычныя і гатовыя, як кажуць, і готовыя прайсці, як там Ігор сказаў, там цягам года такую абцірку, прыцірку. Ну, да, гэта натуральна, гэта ў любым коллективе. Это отойдет, все обтирки отойдут. Это у любым... Обтереть, а 10 000 они уже обтиркой не будут заниматься. Это... их оботрут, и все будет хорошо. Гэта ў любым калектыве адбываецца, гэта мусіць адбыцца. Але я да чаго кажу, што, напрыклад, вот такія партыі, якія ўзнікаюць пад лідара, яны неустойлівыя. Вот самы яскравы прыклад, вот Макрон, так, як ён набіраў сваю каманду. Яны там конкурс резюме праз інтэрнет. Калі не памыляюсь, яны там 700 резюме адабралі, да? І што зараз адбываецца? Вот меў ён, напэўна, большасць, а ўжо большасці няма ў тым же самым парламенце. Таму што перабеглі. Няма, як кажуць, партыйнай культуры, люди, як кажуть, не разумеют, что это такое. Вот про гэтыя моманты, як кажуть, яны з'яўляюцца толькі з цягам часу. Да, я про это говорил. Согласен. Ну что ж, дзякуй вялікі. На жаль, трэба сканчаць. Такім чынам, план Курэйчыка агучаны, план партыйнага будаўніцтва і план змены беларускай улады праз будаўніцтва партый. Ну, паглядзім, як адгукнуцца на гэта і новыя пазапартыйныя лідары і іх прыхільнікі. Дзякуй вялікі. Андрэй Курэйчык, Ігор Барысаў, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас. Не хварэйце.